Как заказывать и просматривать метрические книги церквей Якутской области? Чтобы заказать электронный образ метрической книги, заходим в расширенный поиск, строчка рядом со строкой поиска. Значит, ставим галочку фонда, и где номер фонда, пишем 226. Метрические книги лежат в фонде Якутской духовной консистории. Номер описи. Книги лежат в разных описях в зависимости от хронологии. Если вы хотите посмотреть все метрические книги, которые есть, галочку «Опись» можно не нажимать, а в разделе «Дела» в заголовке указать название церкви, которую хотите посмотреть. Например, Актемская. Пишем часть названия. Актемская. И ставим обязательно галочку «Наличие электронной копии», чтобы появилась надпись с электронной копией. И нажимаем кнопку «Найти». Вышли результаты поиска. Получается, у нас всего 50 дел, имеющих электронные образы Актемской церкви. Можно отсортировать по дате, нажав надпись «Крайние даты». Например, вам нужны метрические книги. Знаете, что дедушка родился в 1890 году. Чтобы посмотреть книгу, справа нажимаем значок тележки с колесиком. Появится галочка на зеленом фоне. Вот. Можно еще заказать, например, вот 91 год. Нажимаем. Выбрали дела. Теперь под строкой поиска нажимаем кнопочку «Требования дел». Вначале идет строчка «Список дел для требования». Нажимаем. Здесь будут дела, которые вы уже заранее отработали. Например, вот метрические книги. Слева, рядом с каждым делом, который хотите посмотреть, нажимаем кнопочку, нажимаем галочку, ставим в окошко. И нажимаем кнопку «Сформировать». Еще раз «Сформировать». Требование сформировано. Теперь мы заходим в требования дел, вторую строчку. Здесь будут ваши требования дел. Вот ваше сформированное требование. Справа нажимаем зеленую стрелку. Требование идет в Национальный архив. Сотрудники архива видят, что ушло требование, пришло, и открывает доступ. Доступ дается на 1 месяц просмотра, потом автоматически закрывается. Вот состояние в читальном зале. Когда вам откроют доступ, появится надпись «Работа с электронными копиями». Чтобы посмотреть дело, нажимаем на дату в наименовании требования. Ну вот, например, вот так. Требование откроется, и рядом с делом справа значок открытой книги, просмотр файлов. Открывается электронный образ документа. Чтобы листать постранично, нажимаем одну стрелочку. Листает по одной странице. Можно колесиком увеличивать изображение, уменьшать колесиком мышки изображение, нажимать плюс-минус, тоже уменьшение, увеличение. Так, листаем дальше. Каждая метрическая книга состоит из 3 частей. Часть о родившихся, часть о бракосочетавшихся и часть об умерших. Первая часть о родившихся. Здесь указывалась дата рождения человека, дата крещения, имя, сословие и вероисповедание родителей. То есть тут указывалось, какого наслега родители человека. На втором развороте указывалось, кто был восприемником и какой священник совершал таинство крещения. Значит, мы листаем постранично, ищем то, что нужно. Чтобы пролистать несколько страниц за раз, открываем строчку с архивным шифром, и здесь можно перескакивать через несколько страниц. Один год, одна книга. То есть можно посмотреть метрические книги там за 10-5 лет, как удобно. Туда, вперед и назад. Часть о бракосочетавшихся, часть об умерших. Ну вот тут конкретно часть об умерших, да. Указывалась дата смерти, дата погребения, кто умер, какого возраста и причина смерти. Также указывалось, где погребен.
умерший. Так, и часть бракосочетавшихся. Сейчас посмотрим. Здесь указывалась дата бракосочетания, имя, сословие жениха, каким браком, первым, вторым, возраст. Невеста указывалась, откуда она, ее состояние, девица, вдова и возраст. Также указывалось, кто был поручителями и какой священник совершал таинство. Когда вы дело посмотрели, нажимаем крестик, файл закрывается. Значит, если вы с делом закончили работать, можно закрыть доступ к делу. Скачивать, копировать с электронных образов документов нельзя.